Приветствую вас, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 22 марта. Это будет пятница. Смотрим мы с вами все знаки зодиака от Овнов до Рыбок по 6 знаков в двух частях. Это первая часть. Овны, 22 марта. События дня. Пятница. Будильник, первое событие. Ой, забыла камешки. Удача. Дорога. Дерево нельзя. Книга. Казенный дом. И сразу же корона выпадает. Общение с человеком, который имеет власть. Какой-то очень влиятельный, важный. Возможно, это человек в казенном доме. Нерешенный вопрос. Цепочка еще есть. Нерешенный вопрос, к сожалению, может быть в казенном доме. И здесь нет. Значит, смотрите, получается, в этот день какая-то проблема со временем будет. Будильник предупреждает вас, что вы можете опаздывать, не успевать. Может быть, из-за этого вопрос будет не решен, не успеете. Удача есть. Может быть, конечно, удача вам поможет, но не обязательно. Может, она поможет где-то там в другом вопросе. Дальше поездка может быть, посещение госучреждения, общение с каким-то очень важным, влиятельным человеком. Вместе с дорогой, кстати, это может быть, например, ЖД, вокзал, аэропорт, а это проверки. И нерешенный вопрос. Смотрите, ножнички, видите, если бы эти карты поменялись местами, можно было бы соединить ножнички, и вопрос решился бы. То есть вы буквально в одном шаге от решения вопроса. Один шаг, но не в пятницу. В пятницу, видимо, что-то помешает. То ли время, то ли еще что-то помешает вам решить какой-то вопрос. Вот такая информация для вас, Овны, на пятницу. Благодарю за внимание. Перехожу к тельцам. Тельцы. 22 марта. События дня. Тельцы. Новость, первое событие. Новость в электронном виде, может быть. Исполнение желания, цветок. Шарики, хорошие новости. Корону нельзя. Эта карта уже, видите, зафиксирована. Победа. Застолье. Бокал. Конверт нельзя. Карта зафиксирована.
Ну, здесь нет. 5 событий. Смотрите, первое показывает, что вы получите новость. Второе событие подсказывает, что новость будет хорошей, позитивной. Шарики. Дальше исполнение желания, застолье и какая-то победа вас ждет в этот день. А еще вот есть тайная встреча, пропустила. Может быть еще тайная встреча. Вот такие события, тельцы. Благодарю за внимание. Перехожу к близнецам. Близнецы. 22 марта. События дня. Пятница. Смотрим, что вам приготовила. Тут два варианта. Смотрите, может быть бабочка, а может быть, видите, обман, маска. Смотря, что вы первым увидели, когда я взяла эту карту. Я увидела бабочку, поэтому оставляю ее. Это деловой разговор. Если вы увидели маску, тогда это может быть обман. Конверт нельзя. Ключик. Ключ показывает, что все в ваших руках в этот день. Дорогу нельзя. Друзья. Любовь тоже нельзя. Победа. У вас одно событие мешает другому. И якорь еще есть. Якорь показывает обычно остановку где-то надолго, ну вечером. Где-то бросили якорь и проводите весь вечер в одном месте. Либо, если выпадает, например, рядом с флажком, с победой, это может показывать точку в каком-то долгоиграющем вопросе. Ну, например, там были суды, там несколько лет. Карта показывает, все закончилось вашей победой, то, чем вы занимались очень долго по якорю. Или, например, там закрыли кредит, победа, да, то есть много лет платили, вот наконец-то закрыли. То есть якорь еще может показывать какую-то долгоиграющую историю. Весы, колебания, сомнения. Здесь нет. Получается, в этот день может быть у вас деловой разговор. Карта показывает, что все в ваших руках в этот день. Вот как вы себе запланируете, как захотите, так и будет. Общение с друзьями может быть, победа может быть, небольшие колебания, сомнения, сложный выбор. И по якорю точка в каком-то вопросе или остановка где-то надолго. Может быть, с друзьями где-то заякоритесь, как вариант. Так что, в принципе, события у вас очень даже хорошие. Благодарю за внимание. Близнецы, перехожу к ракам. Раки. Двадцать 22 марта. События дня для раков. Конфликт. Первое событие. В пятницу может быть у вас скандальчик. Ожидание. Может быть, причиной этого конфликта станет, например, ваше долгое ожидание.
деловая встреча. Колокольчик, пустые разговоры, пустой звон. Якорь, остановка где-то надолго. И вот еще есть надежда, подсвечник. Какие-то есть надежды у вас на этот день. Ссора. И ссора, и скандал. Возможно, ссора, перерастающая в скандал. А может быть, это две разные ссоры будут. Тут может быть и так, и так. Но здесь нет. Получается, у вас на пятницу выпадает конфликт, выяснение отношений с кем-то, долгое ожидание, рабочая какая-то деловая встреча, пустые разговоры, надежды, ссора небольшая, и якорь показывает, что вы где-то проведете много времени в этот день. Либо поставите точку. Якорь — это еще точка в каком-то вопросе. Так что вот такая информация. То есть, видите, у вас могут быть много ссор в этот день. Так что контролируйте свои эмоции, если не хотите ругаться. Благодарю за внимание. И перехожу дальше к львам. Смотрим, левушки. 22 марта. События дня. Львы. Новость, первое событие. Весть какая-то, весточку получите. Разочарование, глубокая печаль ложится рядом с вестью. Возможно, вот эта информация, она будет для вас очень какой-то неприятной. Но опять же, иногда бывает события, они проигрываются отдельно. То есть тут может быть весть хорошая и какая-то печаль отдельно. Якорь. Остановка где-то надолго. День якоря. Почти у каждого знака якорь выпадает. Дорога. С дорогой якорь может показывать прибытие. Друзья. Общение с друзьями. Ну, горизонталь, вертикаль я не нашла совпадений. Значит, получается, у вас в этот день будет новость, придет какая-то информация по якорю. Вы где-то надолго заякоритесь, проведете много времени. Может быть, это в дороге. Длинная, долгая дорога. Общение с друзьями, может быть, поездка и какое-то разочарование. Что-то или кто-то вас разочарует в этот день. Так что, к сожалению, видите, минус тоже выпал вам. Благодарю за внимание. Львы, перехожу к девам. Девы, 22 марта.
22 марта, события Дня Девы. Первое, что увидела, интимная связь, кровать. Ножницы. Решится какой-то вопрос у вас также еще в пятницу. Весы нельзя. Ожидание. Корабль. Якорь. Снова якорь. Преследует все знаки этот якорь. Остановка где-то надолго. Ну, в вашем случае, видите, ваш корабль стоит на якоре в пятницу. Особо ничего не происходит. Приглашение может быть вечером. Угу. Так, здесь нет. Получается, интимная связь может быть, кровать. Ну, или, допустим, желание подольше поспать утром, пораньше лечь вечером. Может быть, и так проиграется. Может решиться какой-то вопрос в этот день у вас. Может быть приглашение, долгое ожидание и якорь. Где-то вы проводите несколько часов, не перемещаясь. Может быть, это при решении вопроса. Может быть, отдыхаете. То есть тут как угодно может проигрываться. В общем, в принципе, ничего плохого, кроме ожидания, не выпало. Ну, это ожидание, это такое нейтральное событие, не хорошее, не плохое. Просто нужно быть готовым к тому, что придется долго ждать. Благодарю за внимание. Девы, дальше перехожу к весам. Знаки от весов до рыбок у меня будут во второй части видео. Ссылочку на вторую часть я всегда оставляю под видео в описании. Нажимайте, переходите, мы с вами уже увидимся во второй части.